Bu yeni günde her birimizden bekler yeni çalışmaları, yeni ideyaları, yeni ihlamı ne savaşacağız biz de yapma bugün sırasında. Uyan Arkana GRT kanalından herkesin izleyicilerim bizimle birlikte bu vakitte geçirsiniz. Olacak meraklı bir konuş, meraklı misafirle. Hem mutlaka o rubrikaları hazırladık. Hepsi olacak programın çerçevesinde. Hayırlı sabahlar. Gagauz karıları hepsinden çemrek, gün doğunca fırından çıkarır ekmek. Gagauz karıları bir günde kırıp dökerler sundurmaları. Pazar günü de gene yüklenmiş gelir, yetiştiğinin avulda da 2 saat bekler. Gagauz karıları avşamadan bir günde kırkırlar bağları. Çok vakit dinlenme bizde yok. Kırmızı şarapçıktan dök bırak işi de oynama hop. Uşaklara sapçık, avlu da kas, ateşte koy pişit, aileye bir kas. Gagauz karıları dedelerden çekmişler karı damarları. Karılara işi düşer çok vakit dinlenme bizde yok. Kırmızı şarapçıktan dök bırak işi de oynama hop. Karılara işi düşer çok vakit dinlenme bizde yok. Kırmızı şarapçıktan dök bırak işi de oynama hop. Gagauz karıları hepsinden güzel, belcizleri pekince kara gözler. Gagauz karıları düşürürler bakışta yere adamları. Karılara işi düşer çok vakit dinlenme bizde yok. Kırmızı şarapçıktan dök bırak işi de oynama hop. Yılın terbiye edicisi hem üreticisi yarışması geçti. Hepsi etapları da fevralin 21'inde artık belli oldu. Üreticiler angıları kendi nominasyalarında tarayıcı çıktılar. Tarayıcı kendi nominasyasında dil hem sözleşmek oldu. Rima Ruslanovna Yuvanchuk, İngiliz dilinde üretici, lisey Mikhail Guboglu'yu temsil eder Çadırlonga kasabasında. Rima şimdi bizim stüdyomuzda, laf edeceğiz biz Rus dilinde. Конечно же, поговорим о впечатлениях от конкурса, профессиональном пути и значении педагогического мастерства. Ну, в первую очередь, мы вас поздравляем с победой. Спасибо большое. Достойная подготовка, достойное выступление. Ну и какие все-таки эмоции были у вас, когда услышали, что стали победительницей в номинации «Языки общения»? Ну, безусловно, это была и радость, и волнение, такие смешанные эмоции, и при этом сразу же и ответственность от того, что я понимаю, что предстоит дальнейшее участие на уже республиканском уровне. Но, конечно, я была очень рада, потому что это был труд, и приятно, когда твой труд оценивают по достоинству, оценивают так высоко. Была рада. Ну, эмоции мы тоже сейчас можем посмотреть. Видео с награждения, с представления вас как победителя. Посмотрим. Первое место в категории «Языки общения» занимает Рима Руслановна Иванчук, учитель английского языка, лицей имени Михаила Губогла, Чудо-Лунга.
Вот он, тот самый волнительный момент. Рима Руслановна, вот ожидали все-таки такого результата, либо были готовы к тому, что станете победителем в какой-либо номинации? Честно скажу, я не ожидала, что буду победителем. Ну, конечно, я была достаточно так серьезно настроена. Ожидала, что будет призовое место, но к первому месту, наверное, до конца не была готова. До конца не верила еще в моменте, когда сидела и ждала результатов. Если сказать в целом о том, каким для вас был конкурс? В целом конкурс был разным, потому что все этапы они разные, они все друг от друга отличаются. И на каждом этапе испытываешь определенные эмоции, то есть они отличаются друг от друга. Но я бы сказала, что конкурс, он сложный, но он возможный. Вот мы не зря в конце пели песню «Я знаю точно невозможное возможно», потому что изначально ты думаешь, я с этим не справлюсь, но когда ты начинаешь работать, когда ты начинаешь делать, все получается, и ты понимаешь, что все возможно, все можно выдержать, выстоять. Так что интересный конкурс, увлекательный. Самый запоминающийся момент? Я бы, наверное, назвала самым запоминающимся моментом это открытый урок все-таки, потому что, ну, такой опыт, наверное, нельзя нигде получить, нежели чем как на этом конкурсе, когда ты приходишь в незнакомый класс, в незнакомую школу, впервые видишь детей, и тебе нужно за этот урок постараться их расположить к себе и провести урок так, как будто бы ты знаешь этих детей на 100%. То есть это действительно что-то такое необычное. Открытый урок в каком учебном заведении провели, в каком классе? Да, я провела открытый урок в теоретическом лицее в селе Казаклия. Урок провела в 5 классе. Осталась очень довольна детьми. И вообще абсолютно только положительное у меня впечатление от данного лицея. Была очень рада, что именно туда меня направили. Дети активные? Активные были, да. Дети молодцы, потому что действительно здесь не только моя заслуга, но и детей в том числе. То есть вы действительно пришли на открытый урок впервые в этот класс, зашли впервые, увидели этих детей, они вас увидели, и удалось провести урок. Да. И еще приятный момент был то, что в конце они все подошли меня обнимать. И, ну, действительно, это было искренне, чувствовалась искренняя радость какая-то, вот эти эмоции у них тоже от того, что они впервые меня увидели. Как родные. Вначале незнакомцы, а в конце как родные. Вот такое ощущение. Какие методики использовали на открытом занятии? Я использовала различные методики. Это и прямой метод обучения, это различные инновационные методы. Использовала большое количество интерактивных упражнений. Постаралась в целом развить на уроке все 4 навыка. Это и чтение, и письмо, аудирование. Также дети работали в парах, оценивали сами себя, создали такой небольшой маленький проектик. То есть постаралась охватить такой достаточно большой объем работы, чтобы детям было интересно, чтобы они переключались с одного рода деятельности на другой. Ну, все-таки перед профессионалами давать урок, это очень сложно, это очень волнительно. Наверное, не столько дети волновались, сколько вы переживали, так как сидят, вон видим, что специалисты управления образования. Вам удалось все реализовать, все свои цели на этом уроке? Да, все цели, которые были поставлены, я реализовала. Чему я была очень рада. После того, как урок прошел, я получила просто огромное удовольствие. Во-первых, от урока получила удовольствие, но когда я поняла, что все, урок прошел и все выполнено, что запланировано было, вообще просто счастье, огромное счастье испытала, честно скажу. Перед таким жюри сложно давать урок, но я всегда стараюсь отключиться, скажем так, и представить, как будто бы только я и дети, потому что груз ответственности, конечно, может заставить волноваться и нервничать. Вот мне интересно, все-таки где преподаватель будет давать открытый урок, в каком учебном заведении, в каком классе? Это определяет управление образования, организатор конкурса? Получается, мы, учителя, выбираем только класс, 5, 6 там, и так далее. Да? А уже само образовательное учреждение нам дают управление образованием. Да. Впервые давали открытый урок в чужом классе? Да, впервые, конечно. И в чужом классе, и в чужой школе впервые. Это какой класс? Да, это вот 5 класс. Вообще опыт открытых уроков у меня довольно-таки большой, но вот в чужом классе, конечно, впервые. И это осталось позади? Да. Я знаю, что какой бы преподаватель от лицея или гимназии не подавал свою заявку на участие в конкурсе, всегда чувствует поддержку. Чувствовали ли поддержку вы
Как коллеги поддержали, администрация лицея? Да, конечно, безусловно, меня очень поддерживают. Вообще, я бы сказала, что меня поддерживают с первых дней, как я пришла работать в наш лицей. Я являюсь его выпускницей, меня поддерживали как ученицу, и далее как специалиста. И на конкурс меня настраивали, подбадривали, направляли уже не первый год, если честно. Я просто наконец-таки решилась только в этом году. Да, безусловно, поддержка была, она исходила от всех, от администрации, от коллег. В первую очередь, я хочу сказать, что мой наставник Иванчева Татьяна Васильевна, учитель, который всегда рядом со мной. Это человек, который вот все этапы конкурса был на связи, всегда писал, поздравлял, подбадривал, советы мне давали. Все хорошо, да. В этом смысле мне повезло. Ну и какие эмоции были у коллег, когда все-таки 2 награды они пришли от 2 участников в ваш лицей? Да, очень рады были. Во-первых, в шоке были, что обе, да, вот казалось бы, с одного учебного заведения, но 2 победы. Это огромная заслуга, огромная победа для всего коллектива. Были очень рады. Группа поддержки, которая с нами поехала, искренне, и слезы были радости за нас. Очень радовались. Еще один этап – это был мастер-класс. Да. Мастер-класс на какую тему давали и где провели? Я провела мастер-класс в своем учебном заведении, провела его исключительно только для учителей, которые преподают языки, то есть там и гагаузский, и болгарский, и румынский, и английский. Мастер-класс был на тему фишки по работе в Genial. Genial – это тоже такой создатель очень интерактивных презентаций, квизов, викторин. В общем, там огромный выбор всего, что можно создать. И я создала такие уникальные разработки, помогла обучить и своих коллег таким же, как создавать такие разработки, для того, чтобы они использовали их на своих уроках. То есть это то, что мы создали, мы поделились этим друг с другом, и каждый мог использовать это на своем уроке, невзирая на язык. Для того, чтобы урок был интерактивным, и применять можно его, используя различные техники на разных этапах. То есть уникальные, просто уникальные продукты для разных языков. А как коллеги восприняли? С большим интересом восприняли, удивились. Вы знаете, вот как дети удивляются каким-то фишкам, да, которые я показываю, так же и мы, взрослые, тоже удивляемся. И они в том же были таком вот удивлении, что можно вот так, а можно и вот так, оказывается, создать что-то. Им понравилось. Я увидела, что им понравилось. Они даже после этого ко мне подходили, говорили, вот мы дома еще закрепляли, еще что-то новое пробовали. Вот так. Ну, давайте посмотрим мастер-класс, который вы провели. Все равно перед детьми волнительно, ну а перед коллегами, наверное, вдвойне волнительно, конечно, да? Да. Итак, добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня мы здесь с вами собрались на мастер-классе под названием Genial – твой интерактивный помощник. Я практически на 100% уверена, что все вы с ним знакомы, но мне нужно в этом убедиться. Прошу вас пойти по QR-коду и перейти к опроснику. У всех все получается, все в порядке? Итак, в вопроснике у нас вопросы следующие. Знакомы ли вы с платформой Genial, какие инструменты вы использовали и что, по вашему мнению, можно создавать в Genial? Давайте посмотрим на ваши ответы. Угу. Так, я получила 9 ответов. Есть еще кто-то? Ага, 10 ответов, все, мы готовы. Итак, 36% часто используют эту платформу, 36% пробовали, но мало пробовали, и 27% слышали, но не использовали. Инструменты, которые вы использовали анимации, викторины, игры с тенями не использовал никто, и это замечательно, потому что о них пойдет речь. Игры, и пока ничего, у нас тоже есть такие представители. Итак, что, по вашему мнению, можно создавать в Genial? По вашему мнению, это презентации, игры, презентации с интерактивными плакатами, постеры, интерактивные уроки, игры, викторины, презентации, игры, задания для детей, различные интерактивные упражнения. И все ваши ответы действительно являются правдой, потому что сервис Genial позволяет нам создавать все вышеперечисленное и даже больше. Итак, сегодня мы с вами познакомимся с 2 фишечками, которые можно создавать в Genial. Первая – это будет фишка «Игра с тенями», и вторая будет фишка «Игра с перетаскиваниями», которые можно применять абсолютно на всех языках, вне зависимости от того, это английский, румынский, болгарский, либо гагаузский язык.
Итак, вот так у нас выглядит первая фишка, это игра с тенями. Данную фишку я использовала на своем уроке на этапе вызова. То есть я захотела привлечь внимание учеников с помощью вот такой простой игры. По теням детям необходимо было догадаться и назвать животное, которое они видят. В чем заключается наша фишка? Что из тени мы получаем вот такую вот гифку, скажем так, да, анимированную картинку. Ну, давайте теперь попробуем это создать самостоятельно. Итак, для того, чтобы нам создать вот такую вот игру с тенями, нам необходимо для начала открыть для себя просто обычный пустой слайд. Далее перейти в Resources. И здесь, где мы видим Shapes and Connectors, мы должны выбрать с вами силуэты. Мы выбираем силуэты, и здесь нам предлагается неплохой выбор силуэтов. Мы выбираем тот, который нам нравится. В данном случае, так как у меня была лошадь, я оставляю лошадь. Пишу horse, и вот у меня появляется вот такая вот лошадка. Итак, первая картинка, то есть тень у нас задана, теперь нам нужно найти вторую картинку, в которую она будет превращаться. Ее мы можем найти также в разделе Resources, но уже вот здесь, Images and Gifts. Мы нажимаем Show More, и мы можем искать любую понравившуюся нам картинку. Но сразу же обращу ваше внимание, вот здесь мы делаем Transparent Background Only, для того, чтобы у нас не было никакого фона сзади, чтобы картинка была красивая. Мы можем выбрать просто картинку, либо мы можем выбрать гифку. Я также вписываю сюда, к примеру, horse, да, лошадку, и нахожу ту лошадку, которая мне нравится больше. Здесь их большое количество разных. Конечно же, не все подходят. Мы выбираем ту, которая будет красиво смотреться. Вот она, наша лошадка. Вот я получаю ее. Как видите, у меня тень в одну сторону повернута, лошадка в другую. Это тоже не проблема. Мы нажимаем 2 раза на нее и просто ее переворачиваем, нажимаем вот на такие треугольнички. И накладываем эту лошадку по размеру тени. Далее мы нажимаем на нашу тень и выбираем «Добавить интерактивность». В интерактивности нажимаем кнопочку Reveal, вот такой глазик, нажимаем на него. И вот с помощью этой кнопочки мы связываем тень с картинкой. Мы просто наводим стрелочку, получается, на картинку и сохраняем. Получается, коллеги? Работаете? Да. Да. После того, как мы связали 2 эти картинки вместе, нам необходимо добавить анимацию. Анимацию мы также добавляем на тень. Вот она у нас анимация, видите все? Анимация. Только теперь уже мы нажимаем клик по клику, то есть она будет срабатывать. И выбираем Fade Out. Теперь я нажму на глазик, посмотрите. Вот она моя лошадка, и при клике одна пропадает, и лошадь у нас идет. Теперь я пройдусь и помогу вам сделать то же самое. У нас у всех получились такие забавные игры с тенями. И посмотрите, где мы можем их применять. Мы можем угадывать слово по тени, тени соединять с артиклями, тени и времена года, можем объединять тени и страны, диалоги с тенями, которые подходят тоже для практики различных грамматических структур. То есть это для вас подспорье, на базе каких тем вы можете использовать данную игру. И мы переходим ко второй фишечке, это игра с перетягиванием или игра с перетаскиванием. Итак, вашему вниманию предлагается вот такая кухня, в которой нам нужно расставить мебель. Давайте попробуем это сделать. Татьяна Васильевна, подкиньте мне одно любое предложение на английском языке, а я перетяну любой из этих предметов мебели на нужное место. There is a carpet on the floor. Угу. Вот таким образом это происходит, да? То есть ученик может обставить абсолютно всю кухню мебелью правильно, исходя из предложения, которые ему, например, диктует учитель или которые прослушиваются на уроке.
Теперь переходим к тому, как нам можно создать вот такой эффект. Да? Давайте попробуем. Для того, чтобы нам создать игру с перетаскиванием, для начала, конечно же, нам нужен просто пустой слайд. Далее наша с вами задача – это загрузить этот слайд картинками, по сути. Да? То есть наша задача большую часть времени занимает просто сбор картинок. Как мы ищем картинки? Сразу говорю, коллеги, вне зависимости от того, какой язык вы преподаете, рекомендую всем всегда искать картинки на английском языке, но не просто, а еще и с подписью Clip Art PNG. Именно это позволяет найти высококачественные, красивые, яркие картинки без фона и в одном стиле примерно. Итак, у меня игра с кухней, поэтому первое, что я делаю, я ищу пустая кухня, клипарт PNG. Вот я нашла нужную мне картинку, я просто копирую ее из Google, то есть я нажимаю просто копировать картинку и вставляю ее на пустой слайд. Вот моя кухня, все, она готова. Я уже размещаю ее так, как мне удобно, как мне это понравилось. И далее, коллеги, если эту кухню я не хочу, чтобы она каким-то образом передвигалась, я просто нажимаю вот сюда замочек, чтобы она стояла на одном месте, и я ее случайно не сдвинула. Все, это первое, что мы делаем. Далее нам нужно собрать картинки мебели. Делаем это все поэтапно, каждый предмет мебели ищем по отдельности. К примеру, у меня следующий предмет мебели – это плита газовая. Да? Я также пишу Egg Cooker, Clipart, PNG, нахожу красивую, хорошую картинку, которая подходит мне по стилистике, и точно таким же образом я ее просто копирую и вставляю. Вот она. Далее я регулирую ее размер, да, такой, который мне удобно. Вставляю вот сюда, к примеру. И теперь, как мне обеспечить вот эту вот движимость, да, вот в чем же основная фишка? Я просто при нажатии на эту картинку параллельно нажимаю вот такую вот ладошку. Все, теперь эту картинку можно передвигать. Я нажимаю на глазики, давайте посмотрим, что у нас получится. Я беру картинку и ставлю ее на удобное мне место. Собственно, это все. И также я могу вам еще привести один пример подобного задания. Это у нас была кухня. И это уже для вас готовые шаблоны. У нас есть еще и ферма. Все изучают тему животных. Мы можем просто взять, переместить животных так, как нам удобно, или так, как это нужно. В ходе работы у нас были созданы две игры, две фишечки, и Марина Ильинична представит нам их. Для темы «Феномен Ленаторий» подумала о том, что будет интересно ребятам, чтобы вспомнить слова, новую лексику. Вот использовать этот прием, который показала Рима Руслановна, и предложила звездочку и солнышко вот в виде теней. Нажимая на них, у нас выходит уже изображение, красивые, красочные изображения, которые так нравятся детям. Используя второй прием, подумала о том, что будет интересно опять же предложить и эффективно на тему фрукты и овощи распределить фрукты в корзину, овощи в ящик, соответственно, проговаривая все эти фрукты и создать своего рода интерактивное упражнение на закрепление материала. Все красиво, ярко, красочно. Сюда я не добавила, видимо, этот анимационный элемент, который позволяет двигать. Это уже у моего упущения, нужно проверять. Итак, также я хочу вам предложить список тех упражнений, тех тем, тех заданий, где вы можете применять фишечку номер 2, да, игру с перетаскиваниями. Это может быть сортировка по категориям, фрукты, овощи, как мы сейчас с вами увидели пример. Это могут быть животные, домашние, дикие, еда, сортированная на здоровую, вредную. Можно собрать картинку, да, если какой-то пазл мы захотим, например. Мы можем найти пару, котенок, кошка и так далее, разложить что-то по местам. То, что мы уже с вами делали, да, комната, это также может быть применимо и с домом целым.
целом, одеть кого-то, одеть какого-то персонажа, когда изучаем тему одежда, расставить животных по местам, украсить какой-то объект, к примеру, новогоднюю елку, да, когда у нас тема Рождество и так далее, перетащить транспорт, расставлять продукты на полках. То есть здесь, если дать волю своей фантазии, под любую тему можно адаптировать вот такую фишку. Ну и, коллеги, теперь мне бы хотелось какую-то получить от вас обратную связь и понять, было ли вам полезно то, о чем мы сегодня говорили, и то, чему мы с вами научились. Поэтому пройдите, пожалуйста, по ссылке, и мы посмотрим результаты. Итак, мною уже было получено все 10 ответов, и давайте посмотрим на результаты. Был ли нам полезен мастер-класс? 100% да, спасибо большое, коллеги. Какая фишка понравилась больше? Итак, у нас 81% за обе фишки и 18% за игру с тенями, то есть первую игру. И будете ли вы применять на своих уроках? 81% отвечает «да, обязательно» и 18% «постараюсь». У нас нет ни одного ответа «нет, не вижу смысла», поэтому я считаю, что цель нашего сегодняшнего мастер-класса была достигнута. Мы все научились чему-то новому, мы все попробовали, мы каждый теперь можем это применять на своих уроках. Ну и, конечно, самое приятное это то, что те примеры, да, те макеты, которые я вам показывала, те шаблоны, я, скажем так, вам дарю, потому что при их публикации они становятся доступными абсолютно для всех, и вы можете каждый использовать их на своем уроке. Так же, как мы можем использовать те, которые созданы были вами сегодня, сортировка и так далее, вы тоже это все можете поделиться друг с другом и использовать на своих уроках. Всем спасибо большое за внимание, я надеюсь, что это было полезно, что это будет применяться, и наши дети будут рады и счастливы использовать это на своих уроках. Ну и в продолжении нашей беседы, Римма Руслановна, все-таки на ваш взгляд, что было ключевым фактором для победы, для вашей победы? Для моей победы, да? Ну, я думаю, что, конечно же, это уверенность в себе. Нужно стараться ее сохранять во всех ситуациях, на каждом этапе. Ну и мне все-таки кажется, что таким самым основным и ярким моментом это был все же открытый урок. И вот он действительно удался. И, наверное, может быть, он и был таким вот самым главным и решающим фактором. Для вас все-таки значение участия в данном конкурсе, все-таки 42 педагога талантливых собрались со всей автономии, это большая конкуренция. Да, я конкуренцию почувствовала сразу же. На первом этапе, когда мы делали самопрезентацию, я посмотрела на всех коллег, и я была просто рада, что я оказалась в таком обществе, где все креативные, вдохновляющие, очень сильные педагоги. Со многими познакомилась, со многими продолжаю общаться. Да, конкуренция была действительно большая, и, конечно, это большая победа, потому что это серьезное достижение в данном случае. Почему, на ваш взгляд, такие конкурсы, они важны, и их необходимо проводить? Такие конкурсы важны для того, чтобы была возможность не только показать себя, но и действительно обменяться опытом. Потому что мы все обменялись колоссальным опытом друг с другом, обрели новые знакомства, обрели новые знания. Вообще за время проведения конкурса ты постоянно учишься чему-то новому и что-то еще для себя открываешь. Это, то есть неизбежно что-то для себя выучить, что-то для себя узнать. Как когда я говорила свою благодарственную речь, я сказала, это как экспресс-курс по повышению квалификации. Вот у меня такое мнение, потому что за этот месяц ты прям чувствуешь, как ты растешь, обретаешь новые навыки и новые знания. В последнее время часто говорят о престижности профессии учителя. Ваш взгляд на данное мнение? Абсолютно с этим согласна. Подчеркивала этот факт, и когда общалась со своими друзьями и с семьей, безумно благодарна нашему управлению образования на то, как они вывели нашу профессию на такой высокий уровень. Это подтверждается многочисленными мероприятиями, и этот конкурс, конечно же, не является исключением, потому что мы себя чувствуем действительно звездами, если можно так даже сказать. То есть статус учителя повышается, мы растем в глазах наших учеников, в глазах наших родителей. Наш статус повышается, безусловно, и это все заслуга нашего управления. Это только на этапе участия в конкурсе, либо и в жизни школы?
И в жизни школы тоже, но конкурсы особенно, скажем так, это такой трамплин, можно так сказать. Но и в жизни школы тоже. Мы участвуем в различных и семинарах, и методических объединениях, где тоже есть возможность себя проявить, показать. И это все видят наши дети. И так как сейчас развиты очень сильно социальные сети, и даже вот тот же Telegram, например, да, канал, то, что популярно среди детей, они тоже это все читают, сами мне отправляют новости, если вдруг увидели меня где-то, или не только меня, вообще с наших педагогов, преподавателей. Конечно, это повышает наш статус. А как вы сами воспринимаете свою профессию? Я считаю, что, конечно, профессия учителя – это призвание. Учителем нужно вот родиться. По себе могу сказать, что я с детства мечтала стать учителем, целенаправленно пришла в эту профессию. Хотела быть учителем, хочу, продолжаю, да, хотеть быть учителем. Это призвание, но это и большая самоотдача. То есть нужно понимать, что это огромная ответственность. Но быть учителем – это классно. Это всегда общение с детьми, общение со свежей молодежью. Это возможность расти, узнавать от них что-то. То есть это постоянный какой-то обмен опытом. И еще хочу сказать, когда заходишь в школу, сразу жизнь кипит. Вот это ощущение того, что жизнь кипит, я не знаю, как жить без этого ощущения, например. То есть дети вам дают силу, дают... вдохновляет на работу? Да, дают энергию. То есть мы постоянно что-то решаем. У нас постоянно какие-то события, да, постоянно какие-то мероприятия. Всегда в деле, всегда заняты. То есть как-то так. А как эта победа повлияет на вашу деятельность дальнейшую? Ну, я думаю, что, конечно, и со стороны учеников ко мне вырастет еще, да, какое-то уважение. Со стороны моих коллег, безусловно, тоже оно вырастет. И, может быть, они чаще будут обращаться ко мне с какими-то, к примеру, просьбами, да, по каким-то методическим разработкам. То есть будут пользоваться теми, например, которые мы создали на мастер-классе. Ну, в целом, просто повысится интерес, наверное, я думаю. А есть ли какие-то идеи у вас, которые вы думаете, решаете еще воплотить в вашей деятельности? Да. Вот как раз говоря о том, что мы сейчас с вами на интервью, нас снимают камеры, я хочу сказать, что у меня, в принципе, был такой страх камеры. И перед тем, как идти на конкурс, это было то, что меня останавливало. То есть я боялась того, что нас постоянно будут снимать, вот этот страх камеры. А у меня была идея снимать видео на YouTube, то есть делать YouTube-канал и заливать туда образовательные ролики. Но я думаю, что после вот такого периода, когда нас очень много снимали, этот страх потихонечку пропал. И я думаю, что вот эту идею я смогу со временем воплотить в жизнь. Начну чаще снимать. То есть я уже сделала один тестовый ролик, но буду продолжать еще снимать, пытаться выкладывать это на YouTube, чтобы ученикам облегчить жизнь, скажем так. А цель этого ролика и кто будет респондентами? Это образовательные ролики, в которых я буду объяснять кое-какой материал, и этот материал можно будет легко прикрепить в наш электронный дневник, и дети могут дома посмотреть, например, если они что-то недопоняли на уроке, да, какую-то грамматическую тему, или, например, прослушать слова, чтобы у них была возможность услышать правильное произношение. То есть такая цель, чтобы облегчить им занятия именно дома уже, да, чтобы закрепить было легче материал, повторить что-то. Вот так. Что бы вы пожелали тем молодым специалистам, которые, может быть, хотят принимать участие, но боятся, есть какие-то страхи, как вы сказали? Ну, я бы пожелала им в первую очередь не бояться, верить в себя. Возможно, мы сами себя недооцениваем, а очень часто так и бывает. Мы сами думаем, что мы недостойны этого конкурса, но нужно попробовать, стоит попробовать. И все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Это самое главное. Что в дальнейшем ожидает победителей? В дальнейшем нас ждет представление Гагаузии уже на республиканском уровне, то есть мы продолжаем участие. Для нас конкурс не закончился, скажем так, это был очень большой такой этап, мы его завершили, но мы продолжаем дальше работу и ждем дальнейших указаний и дальнейшего участия. Ну что, желаем вам успехов. Первый самый сложный этап региональный вы прошли, теперь на республику будет чуть посложнее. Известны ли какие-то уже условия конкурса республиканского уровня? Да, на республиканском уровне нам также предстоит дать большое интервью, в котором будут различные вопросы педагогические, дидактические, психологические. Нас, конечно же, также ожидает открытый урок уже на республиканском уровне, ну и дальнейшую информацию будем уже узнавать. Желаем вам только успехов, верим вам, и пусть удача будет вашей. Спасибо вам большое, спасибо, что пригласили. Было очень приятно быть гостем на этой программе. А мы всегда рады нашим гостям.
А я бы хотела напомнить нашим телезрителям, что вместе с нами свое доброе утро начинала Рима Иванчук, учитель английского языка, представляет Рима Руслановна лицей имени Михаила Губогла, муниципия Чадерлунга. И Рима стала победителем в номинации «Языки общения» в конкурсе «Воспитатель и учитель года 2025». Программа продолжается, а гости провожаем.